Торжественное закрытие всероссийской акции «Вахта памяти-2020» объявляется открытой. Уже по традиции звуки российского и ингушского гимнов звучат на торжественной церемонии закрытия вахты памяти. Восстановить имена неизвестных героев, отдавших жизнь за Родину – главная цель межрегиональной поисковой экспедиции «Терский рубеж-2020», стартовавшая в регионе еще в конце сентября. С безымянных могил на склонах Терского хребта подняли останки нескольких бойцов. Нами было поднято останки 11 солдат и командиров Красной Армии. Среди них есть и рядовые, есть и офицеры. К сожалению, пока установить личность ни одного пока не удалось. Над этим работаем. А так, сами экспедиции проходили при непосредственной поддержке. Это администрации города Малгобек. Ну и на месте с нами очень активно и плодотворно работали, взаимодействовали поисковики поискового отряда Республики Ингушетия «Патриот» и Юнармии Ингушетия. Почтить память павших воинов и выразить благодарность поисковикам приехали почетные гости. Среди них и имам Московской соборной мечети Марат Хазрат Аршабаев. Сегодня нас также объединяет то, что мы приехали вознести молитвы по тем воинам, которые пали за свободу, независимость нашей великой Родины. Мы всегда чтим и помним о них. Отрадно, что наши поисковики вместе с юноармейцами, молодежью, нашими военнослужащими, с представителями города активно, плодотворно работают. Дай Аллах всем здоровья, благополучия, счастья в обоих мирах. После приветственной речи религиозный деятель вручил особо отличившимся поисковикам Тагиру Игиеву и Магомеду Муружеву благодарственные грамоты от имени председателя Духовного управления мусульман России. За большой вклад в сохранение исторической памяти, установление мемориалов, установку новых памятников героям Великой Отечественной войны. Получить награду за свою миссию для Магомеда Муружева стало приятной неожиданностью. С поисковиками он познакомился в прошлом году. А в этом уже и совместно с коллегами из Чечни, Дагестана, Перми, Ростова, Ставрополя, Астрахани, Москвы и Московской области он проводил полевые работы под Малгобеком. У нас на родине остались люди, которые пропали без вести, которых ищут их родственники. Вот возможность их находить, их торжественно перезахоронять, это, считаю, очень важно. Собрать воедино обрывки истории, установить имена всех героев Великой Отечественной. Именно такую задачу ставят перед собой поисковики. Всем участникам дипломы и благодарность. И самое искреннее спасибо от собравшихся в зале. Они проводят огромнейшую работу на Малгобекских высотах. Я, честно признаться, участвовал во многих акциях именно поисковиков, но такую работу, которая проводится здесь, и та работа, те действия, которые были здесь в 1942 году, они о многом говорят. Спасибо им огромное. А молодому поколению я хочу передать такие слова. Ничто не забыто и никто не забыт. Слова благодарности поисковикам выражает еще один гость вечера – поэт, композитор и член Союза журналистов России Сергей Жилин. Я не видел войны, но я знаю, что напротив мой дед воевал. Эти слова, как никому другому, понятны Виталию Герасименко. Могилу своего дедушки, солдата Алексея Герасименко, в его семье не могли найти на протяжении 78 лет. Узнать, где захоронен герой войны, удалось благодаря этой вахте памяти. Что сродни чуду, признается поисковик. О дедушке он знал только, что ушел на фронт в июне 42-го, погиб через месяц. В 17 году и отец, и мама, они умерли у меня в один день, в один год, разница 49 дней. Я просто обещал, постараться найти. Но благодаря всем усилиям был найден. Поэтому мне очень приятно. За все я сердечно благодарен. В город Назрань он захоронен, где Старая крепость, по-моему, называется. Там увековечили его имя на братской могиле. Торжественное захоронение солдат на Терском хребте и открытие памятника неизвестному солдату состоится в понедельник. И пусть пока имена многих воинов покрыты неизвестностью, поисковики намерены приложить все усилия, чтобы восстановить их. Надеются, что о судьбе своих пропавших родственников узнают их семьи. Завершилась церемония минутой молчания. Дана Плеева, Рамзан Зурабов, Новости 24.